Понятно. В соответствии с принятой международной практикой стандартами, все частотные диапазоны, начиная от постоянного тока напряжения и кончая частицами высоких энергий, делятся на поддиапазоны. КВЧ диапазон крайне высоких частот. Диапазон крайне высоких частот. Он занимает полосу от 3 ГГц до 30 ГГц. Ой, простите, пожалуйста. От 30 ГГц до 300 ГГц. Частотам соответствуют волны. Если говорить, допустим, о микроволнах, то это волны СВЧ диапазона, частотных диапазонов. Здесь вот на этом графике, посмотрите, пожалуйста, вся шкала частот. И вот здесь начинаем. И здесь низкие частоты имеются, потом идут сверхвысокие частоты, очень высокие частоты, и это идет в область более низких частот. Чем отличается МРТ, КВЧ-терапия от информационно-волновой терапии? Информационно-волновая терапия не акцентирует внимание на самой частоте, потому что здесь используется очень широкий диапазон частот. Вот можно воздействовать, скажем, миллиметровая школа воздействия в миллиметровом диапазоне, школа Девяткова, допустим, московская, она оперирует только КВЧ диапазоном, но мы стоим на позиции, что диапазоны все между собой связаны. Вот, если у вас использовать фрактальную модель, то имеется связь между отдельными фрактальными зонами, поэтому воздействие в одном частотном диапазоне эффективно будет и в другом. Все зависит от того, насколько каждый диапазон отвечает той структуре, на которую он нацелен. И в этом плане, если вы имеете в организме нервную систему, имеете кровеносную систему, то, конечно же, воздействие в резонансном диапазоне низкочастотном тоже будет эффективным. И в этом плане отличий, я бы сказал так, что информационно-волновая терапия, она захватывает в себе все остальные терапии, лазеро, магнито, КВЧ, которые являются в каком-то смысле частным случаем. Но исторически они разделены так, что каждый думает, что он занимается отдельным участком, независимым от другого. Спасибо.